так сказать, чтобы он зашел и снял герб. Телевизор выключен, да? Да, выключили. Что пусть нативная реклама. Скажет, 30 сериалы смотрит. Все, в принципе, рад вас принимать. Сейчас Аляс тоже пройдет, и мы приступим к рабочему процессу. Ссылка здесь уже, да? Вспомнила, как застановили вас на пресс-конференции, у вас лучший телефон. Выключить его, да? Представили, да? Аляс, ты всегда, да, Аляс как раз дал. За повестку дня проголосуем. Ознакомьтесь, пожалуйста. Ознакомились? Голосуем за повестку. Голосуем. Первый вопрос. Утверждение итога выборов президента Республики Абхазия, состоявшихся 15 февраля 2025 года. С итогами все ознакомлены. Вот. Если есть вопросы, Окончательные цифры можете еще раз озвучить? да, озвучьте, пожалуйста. Значит, общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями, 139 225. Общее количество погашенных бюллетеней, 40 433. Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей, 143 960. Общее число избирателей, получивших бюллетень для голосования, 98 792. Общее число избирателей, принявших участие в голосовании, 98 790. Арзин Бадгур Амиранович, 36 476. В процентах тоже можно сразу? Нет, ну, сейчас. Секунду тогда. Так, Арзин Бадгур Амиранович, 36 476, 36,92. Ашпа Роберт Иванович, 7434, 7,53. Барцыц Олег Мсасович, 3988, 4,4%. Гунба Бадра Зурабович, 45 817, 46,38. Хурхумал Адгур Вадимович, 896, 0,91%. Общее число голосов, поданных против всех кандидатов в президенты, 1381. Общее число бюллетеней, признанных недействительными, 2798. На основании статьи 19 Конституционного закона о выборах президента Республики Абхазия по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов, Арзин Бадгуром Амирановичем и Гунба Бадрой Зурабовичем, проводится повторное голосование по выборам президента Республики Абхазия. С итогами все согласны? Ставим на голосование. Спасибо. Уважаемые журналисты, мы дальше рабочий процесс продолжим и в конце итоги вам. Уважаемые журналисты, сегодня в Центральной избирательной комиссии 18 числа было принято итоговое решение по результатам первого тура голосования. И сегодня итоги мы подвели. Наибольшее количество голосов из всех кандидатов набрали два кандидата. Это Гумба Бадра Зурабович и Арзымба Адгур Амиранович. Повторные повторное голосование будет проведено 1 марта. Сегодня мы эту дату обозначили, поэтому в субботний день, 1 числа, мы проведем повторное голосование, второй тур. Вот. Что касается правил, то мы также утвердили новый штамп второго тура. Он будет красного цвета, для того, чтобы практически на странице 5, где проставляются штампы, они все синего цвета, и учитывая, что на протяжении уже 3-4
выборных президентских кампаний штампы были все синего цвета, поэтому мы сегодня решение приняли, чтобы исключить двойное голосование, чтобы во втором туре проставлялись красные штампы. Человек приходит на избирательный участок, выдают ему бюллетень и проставляют красный штамп о том, что второй тур проходит в таком-то порядке. Вот. Также мы приняли решение о том, чтобы обратиться к кандидатам с призывом, чтобы они обратились в свою очередь к своим избирателям, о том, чтобы выборы, которые намечены по повторному голосованию, проходили в спокойной обстановке. И надеюсь, что они наш призыв тоже услышат, обратятся к своим избирателям для того, чтобы в дружеской форме, в праздничном настроении провести кампанию второго тура. Спасибо за внимание. Можно что-нибудь спросить? Вот, можете, пожалуйста, коротко объяснить, чем отличаются предварительные итоги, да, на что вы потратили вот эти дни, почему сегодня официальные итоги, в чем разница? Дело в том, что мы официальные итоги ждали из-за того, что подвести еще раз цифры, свести их, чтобы не было никаких ошибок. Более того, мы из ПСХО тоже ждали протоколы, это высокогорное село, как вы знаете, вот, и для того, чтобы оригиналы были на руках, это время было у нас обозначено. Спасибо. Вы будете регулировать форматы телевизионные в преддверии второго тура? Да, мы договорились, что в пятницу, 21 числа, мы соберемся, проведем заседание и формат определим прямого эфира по теледебатам. Спасибо за внимание.